Однажды один профессор вошел в аудиторию и поставил на стол банку. А потом он сказал: это не просто банка, это чаша вашей жизни. А потом он бросил в нее несколько мячиков и спросил: как вы думаете, эта банка полная? И студенты ответили: да, полная. Вам правда так кажется? Тогда он достал мешок с камешками и высыпал их в банку, и они туда поместились. А сейчас эта банка полная? Теперь-то уж точно, ответили студенты. Неужели? И тогда он достал песок и высыпал песок в банку, и он тоже поместился. А теперь эта банка полная? И студенты сказали: ну теперь точно полная. Вы правда так думаете? Тогда он достал 2 чашки кофе и вылил их в банку, и снова все поместилось. А потом он спросил у студентов, что это все может значить. И один из студентов ответил: может быть, неважно, насколько полна ваша жизнь, в ней все равно всегда есть место для чего-то нового? Не совсем правильно. Видите ли, вначале идут мячики, которые обозначают самые важные вещи в вашей жизни: любовь, друзья, семья, счастье, здоровье, мечта. Потом идут более мелкие камешки, которые обозначают уже не столь важные вещи, но они гораздо более блестящие и привлекательные. Работа, деньги, шмотки, развлечения. А потом идет ничего не значащий, но зато всепоглощающий песок. Самые простые и примитивные потребности, самые обычные инстинкты: побольше поесть, побольше полениться, посплетничать. Вся та чушь, на которую мы тратим огромную часть нашей жизни. А затем он предложил студентам проделать это все в обратном порядке. Попробуйте сначала насыпать песок, потом положить в него камни, а потом мячи. Студенты, конечно, попытались, ни у кого ничего не вышло. И тогда профессор сказал: видите ли, именно так устроена наша жизнь. Если вы наполнили свою чашу жизни песком, то вы уже никогда не сможете положить в нее гораздо более важные вещи. Какую ошибку люди совершают в жизни чаще всего? Они наполняют свою чашу, начиная с самых мелких и бессмысленных вещей. А когда они вспоминают про самые важные вещи, уже слишком поздно. Вы можете потратить свою жизнь на простое проедание своего драгоценного времени, смотреть телевизор, либо убивать сутки напролет за монитором компьютера. И при всем при этом, что интересно, ваша жизнь действительно будет полна. Но чем она будет полна? И останется ли у вас место, чтобы наполнить ее действительно чем-то важным? И поэтому, сказал профессор, всегда начинайте с самого основного. Наполняйте свою жизнь самыми важными вещами в самом начале, и лишь потом приступайте к второстепенным. А тогда студенты спросили: а что обозначало кофе в конце? И он ответил, что вне зависимости от того, насколько полна ваша жизнь, у вас всегда есть свободная минутка и чуть-чуть времени, чтобы разделить ее за чашечкой кофе со своим близким человеком. Помните об этом. А чем полна ваша чаша жизни? Поделитесь этим видео со своими друзьями и с людьми, которые вам дороги. Начните наполнять свою жизнь правильными вещами.